Сейчас есть определенный, неопределенный, на мой взгляд, абсолютно реальный риск, что Путин совершит аншлюз Беларуси уже де-факто. Там уже Шойгу, там уже какие-то учения, войска могут остаться, но я такие разные сценарии прогнозирую. Плюс я такие же даже слышал идеи, предположения, что вот это новое союзное государство, если он создаст его, да, ведь Беларусь не под санкциями, а Россия под санкциями. Да, что это может быть поводом для снятия санкций. Он скажет, что у нас новое государство, что мы вообще не как бы... Вот может как-то он сменить юрисдикцию, создать типа новое государство, кому должен, всем прощаю, вот это, как Советский Союз когда-то был. Да, это первое. И второе, даже такие идеи слышал, что могут столицу союзного государства перенести аж в Крым, точнее в город Севастополь, который сейчас активно ремонтируется. Там вся Россия забыта, а там все строится в этом городе кругом и так далее. Даже такие идеи, я слышу, там будет столица этого союзного государства, и как бы Путин обозначит свое владычество как бы вот вообще вокруг, ну кроме Украины, да, там Сирия, все и так далее. Слышали что-то такое, и что ты думаешь о сценариями, что Значит, Путин может предпринять? вообще, я думаю, что если бы вот были реальные возможности у Путина, то он столицу бы своей империи перенес бы в город Киев. Ну, это если бы ему кто-то позволил это сделать. Нет, он по-прежнему мечтает об этом. Надо отдавать себе отчет в том, что мы говорим о Ну, том, что да, он безусловно. мечтает об аннексии Беларуси, но он мечтает об аннексии не только Беларуси, он мечтает об аннексии большей части Украины. Ну, в идеале всей, конечно. Нет, нет, не все. Вот это очень важно. Он неоднократно выступал по поводу так называемой исторической России, восстановление с его точки зрения восстановления, он хотел бы добиться. И его точки зрения историческая Россия – это западные границы исторической России, это западные границы Российской империи на конец XVIII Ну, века. аппетит во время еды приходит. Нет, этот аппетит у него пришел давно. Это еще его работа 2012 года, которую он затем неоднократно воспроизводил. То есть это очень важно иметь в виду, что это не случайно пришедшее, или, так сказать, по Может, у него результатам. дальше цель Стамбул, вообще Константинополь, Айя София и владычество нет, Средиземноморья. Мы же тут- знаем, что у него в голове? нет, Третий Рим, Второй Рим. у него нет, это надо все-таки отдавать отчет в том, что это же, значит, вот концепция исторической России, вообще ее не найти в учебниках, не школьных учебниках истории, не вузовских В учебниках учебниках истории. психиатрии, мне кажется, находится эта глава. Эта концепция разработана российскими имперцами, разрабатывалась в 90-х годах и в начале 2000-х годов, и Путин взял у них эту концепцию, но немного ее видоизменил. И надо понимать, что для российских имперцев у них есть очень существенная претензия к Иосифу Виссарионовичу Сталину. То есть, понимаете, вот у российских имперцев есть претензия. И на самом деле смертельная претензия к товарищу Сталину, потому что, говорит, он, конечно, великий человек с их точки зрения, он там крупнейший империалист, присоединил очень много земель, но он совершил одну ключевую ошибку. Он присоединил Галичину и Волынь. И тем самым он присоединил униатское украинство греко-католиков, которые в конечном итоге взорвали империю. За что они не могут простить товарищу Сталину. И поэтому, исходя из этого, как сказать, давайте извлечем уроки из истории. И поэтому новый имперский проект нужно осуществлять, извлекая уроки из прошлого. Поэтому чуждые с их точки зрения культурно-цивилизационных греко-католиков брать не надо. И поэтому западная граница исторической России проходит не по нынешней украинско-польской, например, границе, а по Збручу. То есть Ну, без... Андрей, Нет, это серьезная вещь, надо просто я про понимать Беларусь этот хочу подход. всё-таки. Нет, поэтому Да. Айя София не входит в настоящее время в планы Путина, а Киев, здесь еще раз говорю, Понятно. а вот это не Айя София, а София Российский Киевская. собор, да. Вот она действительно входит. Он действительно к этому относится очень серьезно.